Задачи и правительство страны регулярно осуществляет меры с целью повышения уровня жизни народа. С учетом развития экономики страны и сегодняшних финансовых возможностей, с 1 сентября 2018 года заработная плата работников бюджетных отраслей будет увеличена. В частности, заработная плата работников органов власти и государственного управления, учреждений образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, учреждений сферы социальной защиты и других бюджетных учреждений и организаций будет повышена на 15%. А также заработная плата работников правоохранительных органов и военнослужащих на 10%. Минимальный и максимальный размер пенсии по возрасту и базовая пенсия, а также трудовая пенсия граждан в среднем будут повышены до 15%, а также стипендии студентов и другие виды стипендий на 15%. Об этом было отмечено в послании основателя мира и национального единства, лидера нации, президента страны Эмомали Рахмона к Маджлисе Ули Республики Таджикистан. Сегодня в Генеральной прокуратуре Республики Таджикистан состоялась пресс-конференция с представителями средств массовой информации о результатах деятельности прокуратуры в первой половине 2018 года. Генеральный прокурор Республики Таджикистан Рахмон Юсуф Ахмадзод, выступая о деятельности органов прокуратуры Республики Таджикистан за период первого полугодия этого года, отметил, что в течение этого периода юридические и судебные разбирательства проводились на соответствующем уровне. В частности, подчеркнул, что в сфере надзора за исполнением законов, соблюдения прав и свобод человека и граждан было проведено 3183 проверки, были выявлены 35 104 правонарушения. В целях обеспечения выполнения требований закона Республики Таджикистан о валютном регулировании и валютном контроле были приняты необходимые меры и выявлены случаи незаконных операций с иностранной валютой. В отношении нарушителей возбуждены 120 административных дел и 65 уголовных, отметил генеральный прокурор Республики Таджикистан Рахмон Юсуф Ахмадзод во время пресс-конференции. В начале международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» на период до 2028 года Комитет местного развития Республики Таджикистан в различных регионах, которые сталкиваются с трудностями в области питьевой воды, провел совещания и консультации. Для улучшения состояния водоснабжения были приняты конкретные меры. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя этого комитета Йокуб Исмоильзода в ходе прошедшей сегодня в городе Душанбе пресс-конференции. Комитет местного развития для реализации государственной программы по освоению новых орошаемых земель и восстановлению выбывших из сельскохозяйственного оборота земель в Республике Таджикистан на период до 2020 года в городах и районах страны завершил ряд необходимых работ. В ходе пресс-конференции заместитель председателя Комитета местного развития отметил, что в целях благоустройства и процветания столицы страны, а также налаживания эффективного сотрудничества с исполнительным органом государственной власти Душанбе, в этом направлении были проведены работы по благоустройству и озеленению. В завершении между участниками развернулась вопросно-ответная беседа. В период учебного года 2017-2018 Таджикский национальный университет окончили 5452 студента. Об этом сообщил Мухаммад Юсуф Имомзода, ректор Таджикского национального университета, в ходе итоговой пресс-конференции, выступая с докладом о работе вуза за 6 месяцев этого года. Деятельность этого высшего учебного заведения в области научных исследований, образования и международных отношений также достигла значительного прогресса. В частности, Национальный университет Таджикистана осуществил эффективные меры по развитию международных отношений и в первые 6 месяцев этого года подписал соглашение с 19 образовательными учреждениями и научными центрами зарубежных стран. В настоящее время университет сотрудничает с 231 высшим учебным заведением, научно-исследовательскими институтами зарубежных стран и международными организациями, а также является членом сетевого университета Содружества независимых государств и Шанхайской организации сотрудничества. В завершении пресс-конференции журналисты получили ответы на вопросы о других направлениях деятельности Таджикского национального университета.
Обеспечение населения качественным мясом и яйцами птиц является одной из основных задач потребительских рынков страны. Лучшим решением проблемы эксперты называют запуск новых птицеводческих фабрик и улучшение деятельности действующих компаний и предприятий. По официальным данным, только за последние несколько лет в стране к работе приступили 17 птицефабрик по производству яиц. Подробнее об этой сфере смотрите в материале наших коллег. Когда-то многие торговые точки, магазины и лавки были полны вот такими импортируемыми куриным мясом и яйцами низкого качества. Службы контроля не спешили выполнять свои обязанности, то есть свои личные интересы ставили выше здоровья наций. И только тогда, когда высшее политическое руководство страны выразило озабоченность текущей ситуацией, в этом направлении начали принимать меры. С течением времени импортируемые куриные мясо и яйца на прилавках магазинов заменили на отечественные. Введение ряда налоговых и таможенных льгот для развития птицеводства в Таджикистане стало еще одним шагом на пути к улучшению деятельности сферы. И за последние 5 месяцев текущего года к работе приступили 17 фабрик по производству яиц. Общество Тарз, Рушти Паранда Парвари, Ганджи Хилол, Амири Худжант, Хумойон и Сифат. В целом действуют 80 фабрик и компаний, которые уже за 5 месяцев текущего года произвели 78 миллионов 653 тысячи 80 штук яиц. В настоящее время на прилавках почти не встречаются яйца, импортируемые из зарубежных стран. Изо дня в день увеличивается объем производства куриного мяса и яиц. Уже за 5 месяцев текущего года объем производства яиц увеличился на 20 миллионов по сравнению с предыдущим годом, а объем мяса на 200 тонн. Это говорит о том, что птицеводы ведут успешную деятельность, стараются обеспечить рынки отечественной продукции. Птицеводство является ведущей отрасли животноводства, обеспечивающей производство высококачественных биологических продуктов питания для человека. В настоящее время Республика Таджикистан имеет достаточный уровень самообеспеченности основными видами продовольствия, в том числе и мясом домашней птицы. Все это становится возможным благодаря своевременно принятым мерам. По словам ответственных лиц, для дальнейшего развития отрасли была разработана государственная программа развития птицеводства до 2022 года. Сейчас находится на рассмотрении. Цель данной программы – обеспечение стабильного снабжения населения республики высококачественной птицеводческой продукцией, позволяющей полностью удовлетворить потребности в яйце и мясе птицы. Также необходимо реализовать комплексную программу поддержки, которая, в частности, включает в себя улучшение кормовой базы, обеспечение цыплятами, в том числе породистыми, для производства куриного мяса. Страна развивается очень быстрыми темпами, ведется большая созидательная работа, благоустройство, строятся здания, создаются парки. Район Джайхун не исключение. Здесь, согласно генеральному плану, в настоящее время ведется строительство объектов различного назначения, в частности, дополнительные классы и мост. Наш корреспондент продолжит тему. Для достойного празднования предстоящих праздников страны, в том числе 27-летия государственной независимости Республики Таджикистан, во всех уголках страны продолжаются конструктивные работы. Такие процветающие и созидательные работы ведутся и в районе Джайхун. Стоит отметить, что в настоящее время в центре Джамуата Кумсангир данного района идет строительство ряда объектов различного назначения при поддержке местных жителей. Ответственные лица стараются завершить строительные работы к празднованию государственной независимости. В настоящее время мы находимся на стройплощадке в средней общеобразовательной школе номер 42. Вы стали свидетелем того, что местные жители путем массового хашара строят 10 дополнительных классов. Успешно ведется строительство дополнительных школьных классов с современным дизайном, рассчитанный для 640 учащихся, и реконструкция моста, соединяющего Джамуат Кумсангир с центром района. Но это еще не все. Жители путем массового хашара отремонтировали здание детского сада для 50 детей. Помимо строительства этого объекта, в средней общеобразовательной школе номер 32 сельского Джамуата Кумсангир за 380 тысяч самани путем хашара были построены 12 дополнительных классов.
А в селе Орзу были проведены работы по реконструкции детского сада. Это тоже при поддержке местных жителей, предпринимателей и руководителей сел. Действительно, сельское население осознает, что эти строительные и конструктивные работы прежде всего во их благо и во благо их детей. Поэтому, своевременно выполняя все поручения и инструкции президента страны Эмомали Рахмона, в ближайшие дни планирует при поддержке местных предпринимателей провести ремонт дорожных покрытий. С каждым годом число читающих людей в республике увеличивается. Они предпочитают печатные книги и испытывают радость, каждый раз отправляют в библиотеку. А для большего привлечения детей и подростков к чтению книг, пробуждения к творчеству, воспитания подрастающего поколения на примерах национальных и мировых ценностей, воспитания в подрастающем поколении чувства самосознания, патриотизма и любви к прекрасному, во всех регионах страны проходит конкурс «Библиомарафон». На днях в Хатлонской области подвели итоги областного тура. Подробнее о нем расскажут наши коллеги. В зале публичной библиотеки Хатлонской области имени Шамсиддина Шохин с участием активных читателей и под руководством представителей Министерства культуры Республики Таджикистан были подведены итоги областного тура республиканского конкурса «Библиомарафон». Данный конкурс был проведен по случаю празднования государственной независимости, года развития туризма и народных ремесел, ну а также в рамках Дня книги. Данный конкурс проходит во всех учреждениях культуры Хатлонской области для популяризации чтения и привлечения детей в библиотеку. Стоит отметить, что из Бухтарского региона Хатлонской области на конкурсе принимали участие свыше 50 детей и подростков. Это самые активные читатели библиотек. Данное мероприятие было организовано по инициативе Министерства культуры Республики Таджикистан. По словам ответственных лиц, целью проведения конкурса было привлечение детей и подростков к чтению книг, возрождению древних традиций любви, почитания литературы, пробуждение интереса к творчеству, воспитанию подрастающего поколения в духе любви и почитания национальных и всемирных ценностей, самосознания патриотизма, национальной гордости, а также пропаганда здорового образа жизни. Я сюда пришла не за победой. Моя основная цель – это научиться чему-нибудь новому, быть еще ближе к книгам. Победители областного тура данного конкурса получат путевку на участие в следующем, заключительном этапе. По завершению лучшим будут вручены почетные грамоты и дипломы конкурса. Вчера в Хельсинки прошла двусторонняя встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты общались больше 2 часов, а потом отвечали на вопросы журналистов. Несмотря на оптимистичный тон обоих политиков, ни о каких конкретных результатах встречи пока не сообщается.